Мягкий климат черноморского побережья Абхазии всегда привлекал сюда тысячи туристов. Ну а Пицунская бухта с песчано-галечными пляжами и сосновым бором бесспорно является жемчужиной Абхазии. Не зря на этом участке в советское время располагались дачи высокопоставленных партийных чиновников. Пицунда была излюбленным местом отдыха Никиты Хрущева. Именно ему, как говорят, и принадлежит идея строительства курорта. Курорт должен был быть готов к юбилею образования советской власти. Всего на строительство объекта ушло 8 лет. В 1967 году секретарь обкома Компартии Абхазии Меджид Хварцке торжественно объявил об открытии нового советского курорта. Основные работы завершили вовремя, но требовалось еще немного времени, чтобы подготовить объект к приезду первых гостей. Тогдашние грузинские строители, так можно сказать, хитро-мудро, придумали, что первые отдыхающие будут сами строители. Нам всем выдали путевки двухнедельные для отдыха здесь, но пока еще не было закончено. Ну, можно, пищеблок был закончен 1300 и 2 корпуса. Но я, например, лично 1-2 раза приходил туда в пищеблок во время обеда, а то вообще и не было времени. Мы днем и ночью работали. В 1968 году курорт перенес сильный удар стихии. Шторм размыл всю набережную. Первые этажи корпусов оказались затоплены. К счастью, конструкции многоэтажек выдержали натиск. Вода отступила. За восстановление набережной взялись лучшие строители Советского Союза. 60 лет назад, когда проектировалось это все, в нем принимали участие одни из лучших зодчих, одни из лучших строителей и архитекторов того времени Советского Союза. И там было предусмотрено и рассчитано абсолютно все. В комплекс входят 7 14-этажных пансионатов на 2800 койко-мест, поликлиника, 3 пищеблока, концертный зал. Объединение курортов Пицунда – республиканское унитарное предприятие, одно из немногочисленных госпредприятий в области гостиничного бизнеса. При этом ОПК Пицунда – один из самых крупных налогоплательщиков республики. Даур Курмазия до своего прихода в Министерство по налогам и сборам был директором курорта. Он в лидирующих позициях. Свыше 50 миллионов рублей от прямой деятельности налоговых платежей поступило в этом году. Я предполагаю, что в этом году не произойдет какого-либо уменьшения по налоговым платежам. Дополнительно поступают платежи во внебюджетные фонды. Но есть еще другое отношение к данному предприятию. Это предприятие, можно сказать, в единственном числе в Республике Абхазия является действительно градообразующим предприятием. Курорт Пицунда выполняет помимо бюджетообразующего предприятия функции, предприятия, которое несет на себе еще и коммунальное обслуживание города и территории. Тогда, в 60-е годы, сложную и ответственную миссию по строительству объекта поручили Тамаре Гицба. Она стала частью истории города. Одна из главных улиц Пицунды носит имя Тамары Ивановны. В Тбилиси настаивали, чтобы корпуса до самого низу были сплошные. А она со своей мудрой интуицией, она сказала, надо нижние этажи сделать из стекла, толстого стекла, потому что эта тихая бухта иногда бушует. И действительно, только сдали в 1967 году корпуса. Вы можете себе представить, в этом же, в 1968 году пришел этот бешеный шторм. Стекла восстановили, ил убрали, восстановили этот курзал, и снова засияла Пицунда. Первыми туристами курорта Пицунда, вспоминает Валерий Джонуа, были иностранцы. Здесь, помню, отдыхали немцы, поляки, чехи и так далее, демократические наши страны. Одновременно политика делалась и делалось все остальное. Из Капстран, я помню, английские шахтеры забастовали тогда какой-то период, и они были здесь, человек 250
английские забастовщики, которые Их приняли. их приняли, да, меня обслуживали. Корпуса строились для отдыхающих со средним достатком, поэтому большинство номеров были без удобств. Сами здания пансионатов строились далеко друг от друга, что позволяет морскому воздуху хорошо проникать вглубь соснового леса, покрывающего Пицунский мыс. Так максимально сохранили природный ландшафт. Само название города происходит от древнегреческого слова «питиус», что означает «сосна». У каждой сосны в Пицунде есть свой номерной знак, причем возраст этих деревьев может достигать 200 лет. Сосновый лес простирается на несколько километров вдоль берега моря и занимает площадь около 200 гектаров. Массив входит в состав более обширного Пицунско-Мюсерского заповедника. Вдоль леса располагается набережная курорта, в конце которой два символа Пицунды – старый маяк и скульптура из древнегреческой мифологии Медея. Скульптура Медеи здесь появилась не случайно. Медея – возлюбленная аргонавта Ясона, который отправился в Колхиду за золотым руном. Медея помогла Ясону в этом, но когда ее возлюбленный решил жениться на другой, Медея убивает их двух общих детей. Скульптура как раз изображает этот момент перед убийством. Маленькая Пицунда уникальна не только из-за своих природных особенностей. Пицунский храм – еще одна достопримечательность курорта. Христианский памятник датируется XIX веком, а построен он на руинах еще более древней базилики. Здание несколько раз разрушалось, но в 1975 году в храме устанавливают орган. Он был заказан в ГДР, но до этого Валерий Джонуа с особой миссией был отправлен в Потсдам. Чтобы ускорить окончание и монтаж и так далее. Тогда был, я фамилию помню, Тиль, главный конструктор этого органа там на совещании. Он сказал: Валериан, ты знаешь что? Придет время, через 10, 15, 20 лет слушатели вашего органа не будет спрашивать, что это в 1977 году в мае до обеда или после обеда было построено. Они будут интересоваться звучанием органа. Таким образом был не просто спасен памятник архитектуры, но Пицунда и Абхазия в целом обогатились еще одной ценностью. На карте музыкальных концертных залов с органами появился новый центр – Пицунский орган. Без него уже никто не представляет себе курорт. Еще в 70-е и 80-е годы в первых рядах этого зала обычно сидели члены политбюро и высокопоставленные партийные чиновники. Пицунский храм стал площадкой для ежегодных фестивалей и концертов, на которых выступают лучшие музыканты не только Абхазии, но и России. Каждому везет государству, что был бы орган, а самое главное, что впервые на этом органе заиграли абхазские произведения. И, конечно, когда бывают полные залы, это и государству хорошо, а нам, в первую очередь, показать свое творчество, а потом, конечно, для жизни всем все нужно. Но одной культурной программы недостаточно для современного туриста. Курортный бизнес стремительно развивается, предлагая отдыхающим все больше комфорта и развлечений. Курорт Пицунда, построенный 50 лет назад, ни разу не ремонтировался. И, конечно, уже не мог конкурировать с современными курортами. План по реконструкции части корпусов был начат еще в 2015 году. За год были отремонтированы 4 корпуса из 7. В успех проекта верилось с трудом. Особенно в то, что ремонт успеют завершить к началу туристического сезона. Речь шла о четырех корпусах из 7. Это, как говорится, не шутки, потому что планировалось поменять все, кроме голых стен. Тут уже как бы появлялась двойная ответственность. Раз тебе доверяют, раз тебе доверяет руководитель страны, то значит, все усилия надо направить на то, чтобы это все сделать грамотно и вовремя. Наша задача была, вот два варианта тут мы выбрали один из проектов, где мы смогли, в принципе, сохранить номерной фонд, количество койко-мест. Смысл концепции тот же остался, да, не претерпел
каких-то изменений, потому что корпуса, архитектура, все как бы выдержано. Единственное, что те условия, которые были тогда заданы, поймите, 2700 мест, койко-мест, объединение курортов Пицунды мы располагаем, и 63% номеров было без удобств. При поддержке государства были взяты кредиты у банков и подписаны контракты с туроператорами на получение предоплаты с последующим оказанием услуг на эти суммы. Ну, общая сумма затрат на данный проект составила около 250 миллионов, но там были стоимость приобретения и дополнительных основных средств и оборудования, непосредственно объем строительных работ вместе с налогом на добавленную стоимость составил там около 220 миллионов рублей. Расчет оказался правильным. Руководство курорта смогло не только справиться с кредитами, но и сократить сроки их выплат. Валовый оборот было 186 миллионов. И в прошлом году мы завершили год с цифрами 430 миллионов. За небольшой промежуток времени удалось отремонтировать основную часть номеров. Комплектация номера – это телевизор, холодильник, Wi-Fi бесплатный у нас, карточки электронные выдаются по 2 Электронные карточки. карточки. Да, когда они открывают дверь, вторая карточка вставляется вот сюда, Здесь в и, кармане. естественно, включается свет. Если они вышли, карточку сняли, естественно, экономия. При этом в остальных 3 корпусах, где масштабный ремонт начат не был, номера сумели оборудовать необходимой техникой. В октябре курортный сезон в Абхазии уже завершается, но теплое море все еще манит к себе туристов. Берег понравился, чистота, Берег, убирается, хвойный лес убирается. и- Вот даже уже сейчас как бы закончился сезон, говорят здесь вот, да, работники, но убирают вечером, постоянно убирают, вот проходит, ни одной бумажечки нет, чистота. Ну вообще просто очень нравится. Приедем и не один раз. Пляжи нравятся чистые. Природа хорошая, народу мало. Не так много, как на нашем побережье. Море и горы, что может быть вообще лучше? Это само по себе уже потрясающе действует на человека и помогает ему справиться с какими-то внутренними проблемами. Результатом новой административной и ценовой политики стали итоги курортного сезона. Летом пансионаты были заполнены практически на 100%. И несмотря на то, что туристический сезон 2017 года для республики в целом был не лучшим. Оказались люди, которые стали рядом. Хочу сказать слова благодарности им. Это работники курорта, прежде всего. Это те работники, которые там работают все это время. Многие из них работают и 40, и 30, и 50 лет. Главное сегодня мы должны рассматривать вот это место не только как экологическую зону, но и уже смотреть на него по-другому. Это наше культурное наследие, это наше природное наследие, это то самое главное, которое мы должны передавать будущим поколениям. Курорт Пицунда, конечно, медленно, но развивается. Война и экономическая разруха не могли не сказаться на его состоянии. Но курс на изменения взят, и, возможно, за юбилеем начнется новая эпоха современного популярного курорта, сумевшего сохранить свою экологическую концепцию.